урок. Здравствуйте, мои дорогие второклассники! Начинаем урок русского языка. Чтобы урок был плодотворным, настройтесь на урок позитивно. Давайте для начала сделаем разминку для нашего мозга. Эта разминка называется струп-тест. Вы не поверите, но эта разминка очень помогает лучше мыслить. Напомню правила разминки. Будут выходить разноцветные слова. Вы должны называть не слова, а цвет этого слова. Видите, первое слово синее. Если готовы, начнем. Старайтесь не допускать ошибок. На прошлых уроках мы с вами посетили дом частей речи и побывали в гостях у существительного. И многое узнали о нем. А сегодня мы пойдем в гости к глаголу. Тема урока – глагол как часть речи. Сегодня на уроке узнаем, что такое глагол, что обозначает и на какие вопросы отвечает глагол. Я уверена, вам тоже не терпится узнать о глаголе. И если все готовы, то в путь. Ну а по дороге мы должны вспомнить, что такое имя существительное. Итак, имя существительное – это часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы «кто» и «что». Слова, которые отвечают на вопрос «кто», являются одушевленными существительными, а слова, которые отвечают на вопрос «что», являются неодушевленными существительными. Вот и пришли мы к дому, где живет глагол. Наверное, всем не терпится познакомиться с жителями глагола. Ну что, зайдем? Вот и открылась дверь. Ребята, рассмотрите картины и скажите, что делает каждый предмет. Роза что делает? Роза расцветает. Снег что делает? Снег идет. Птицы что делают? Птицы летят. Обезьяна что делает? Обезьяна прыгает. А рыбы что делают? Рыбы плавают. Собака что делает? Собака бежит. Обратите внимание, слова расцветает, идет, летят, прыгает, плывут, бежит обозначают действие предмета. И отвечают они на вопрос, что делает, что делают. Значит, это слова глаголы. Итак, глагол, ребята, это часть речи, которая обозначает действие какого-либо предмета и отвечает на вопросы, что делать, что делает, что делал, что будет делать, что сделает, что сделал. Например, девочка что делает? Девочка поет. Айгуль что делает? Айгуль сидит у компьютера. Азамат что делает? Азамат читает. Запишите в тетрадях глаголы поет, сидит, читает. А теперь угадайте по действиям, какой предмет их может совершать. Свистит, прыгает, плавает, дружит. Кто угадал? Молодец! Конечно же, это дельфин. Дельфин – одушевленный предмет. А какие он совершает действия? Да, он свистит, прыгает, плавает и умеет дружить. Это слова глаголы. Измените эти глаголы, отвечая на вопрос «что делать?» и запишите в тетрадях. Что делать? Свистеть,
Что делать? Прыгать. Что делать? Плавать. Что делать? Дружить. Ребята, наша Айгуль нашла в интернете о дельфине интересные факты. Давайте прочитаем вместе. Дельфины – морские млекопитающие из отряда китообразных. Дельфины очень хорошо ориентируются в воде. Они посылают во все стороны звуковые сигналы. С помощью этих звуков они сообщают друг другу о кормежке, преследовании добычи, опасности. Это, ребята, первая часть найденной информации. Найдите в этом тексте слова, глаголы. Если вы нашли 3 глагола, то молодцы. Проверяем. Что делают? Ориентируются. Что делают? Посылают. Что делают? Сообщают. Молодцы. Давайте прочитаем, что еще приготовила нам Айгуль. Дельфины помогают друг другу в случае опасности. Они способны, если есть необходимость, поднять своих раненых товарищей на поверхность воды, чтобы те могли дышать. Были случаи, когда дельфины таким образом спасли жизнь человеку. Как интересно! Вот какие чуткие дельфины. Ребята, измените слова «помогать», «поднять», «дышать» по вопросу «что делал» и «что сделал». А теперь проверьте. Что делал? Помогал. Что сделал? Помог. Поднимал. Поднял. Дышал. Подышал. Ребята, о дельфинах есть очень много информации в энциклопедиях, в книжках, в интернете. Обязательно найдите и прочитайте. А теперь вас ждет еще одно интересное задание. Вы должны из данных существительных образовать глаголы. Ну, например, смех – это существительное. Смешить. Радость будет? Да, радоваться. Гордость. Молодцы. Гордиться. Сторож. Сторожить. Вы молодцы. Давайте теперь наоборот. Найдите среди этих слов глаголы и образуйте от глаголов существительные. Читаю первое слово. Победить. Да, молодцы, это глагол. Образуйте от этого слова существительное. Это слово победа. Следующее слово терпеть. Да, это глагол. Образуйте существительное. Конечно, будет терпение. Слово ученик. Это существительное. А нам нужен глагол. Попробуем слово кричать. Вот это глагол. Образуйте существительное. Будет крик. Слово самолет. Это тоже существительное. Следующее слово прыгать обозначает действие. Образуйте от этого слова существительное. Нашли? Будет слово прыжок. Стричь. Да, это тоже глагол. А какое существительное можно образовать? Правильно, стрижка. Слово верблюд. Молодцы. Это существительное. И последнее слово просить. Да, это глагол. Образуйте существительное. Будет слово просьба. Молодцы, ребята, мы справились с этим интересным заданием. Мы образовали от существительного глагол. Давайте сравним эти части речи.
Существительное обозначает предмет, а глагол обозначает действие предмета. Существительное отвечает на вопрос «кто» и «что», а глагол на вопросы «что делает», «что делал», «что сделает», «что будет делать». Существительное бывает одушевленным и неодушевленным. Предложение может быть чаще всего подлежащим. А общая часть – это то, что они, правильно, части речи. Ребята, вы заработали поход в зоопарк. Сейчас мы вместе отправимся в большой зоопарк. Нам будет очень интересно там. Но мы не просто так посетим это чудо-зоопарк. Вы должны там найти носорога, павлина, уток, панду, бабочек и назвать их действия. То есть сказать, что они делают. Итак, добро пожаловать в зоопарк. Внимательно осмотритесь, найдите носорога, павлина, уток, панду и бабочек. Нашли? Тогда проверьте. Вот носорог. Что делает носорог? Носорог ест траву. А вот павлин. Что делает павлин? Павлин смотрит. А где же утки? Вот утки. Что делают утки? Утки плавают. А это панда. Что делает панда? Панда сидит. Ребята, кто нашел бабочек? А бабочки тут. Что делают бабочки? Бабочки порхают. Кто справился с заданием? Молодцы. Мы назвали действия животных, а значит, мы назвали глаголы. Я уверена, что сегодня на уроке вы все хорошо изучили глагол. Я права? Послушайте стихотворение про наш глагол. Наш глагол всегда в работе, в напряжении и в заботе. Пишет, моет, убирает, шьет и слушает, читает, варит, жарит, мастерит, режет, пилит, говорит. Так его легко узнать, стоит лишь вопрос задать. На вопрос, что делать, есть у него в ответе весть. Даже если отдыхает, тоже дело выполняет. А теперь, ребята, оцените свои знания. За каждое предложение ставьте плюс или минус. Если знаете, ставите плюс. Если нет, то минус. И сделайте вывод, насколько вы поняли нашу тему. И на этом наш урок подходит к концу. Выберите каждый для себя смайлик. А я прощаюсь с вами и говорю вам до свидания.